Ребят, обещал, показываю. Нашел. Романтика. Поверьте, в одиночестве вообще класс. В лесу. Интересные елки вон. Снизу сучьев вообще нету. Почему они так растут? Вот один, вот второй. Ну, здесь уже, считай, вырубка оживает. Хорошая тайга будет. Сосны, елки. Все уже. Выздоравливает вырубка, выздоравливает. Лет 7 назад, могу ошибаться, лет 7 назад, наверное, это еще вырубали. Здесь делянки. Это последняя вырубка. Не очень большая. Обойду еще вот этот. В принципе, каждый год тут кого-то встречаем. Даже оленей в прошлом году встречали тут. Штук 10 было их. Снимал, показывал вам. Сейчас тишина. Никто не взлетел. Обычно в этом углу и сидят. Ладно, пройдусь и надо перекурить, покушать. Решил отдохнуть. Нормально чай попью. Сюда идет. Ищет, старается как может. Тут, как всегда, гречку. Вчера я гречку приготовил. Небольшую посуду так взял. Ложку только забыл опять. Всегда. Ну, уйди план. Вон что-то у меня. Ну, Настя, чай. Чай. Это лебеди где-то. Никак не могу понять, кто там. Куда-то вон туда он ушел. Вон идет, бродит. Хорошее болото. Не очень большое, но чистое. Клюквы тоже не видно. А, вон есть. Клюква есть. Ну, для глухарей вот это. Для них корм. Поэтому они
Возможно их встретить вдоль болот, потому что они кормятся, выходят из тайги. Кислятина. Не очень вкусно. Прям возле опушки леса есть. Для них достаточно. Тут олени, наверное, были. После них все это дело остается. Там сломанная сосна. Прошел мимо этой вырубки, там кополуха взлетела. Ну, уже как взлетела, тогда уже я ее увидел. И собака даже не слышала ничего. Никакого признака не было, чтобы туда посмотреть, кто-то там сидит или нет. Только просто взрыв, взлет и все. Вот так. Вон он, бездельник наш. В двух местах где-то более-менее начала активно там побегал собака, а потом здесь вообще впустую идем. Тишина полная. Ребят, обещал, показываю. Нашел. Бруснику нашел. Реально это брусника. За целый день ходьбы. Я уже не помню вкус этой ягоды. 2 года уже не ел. Ну, в прошлом году, может, тоже несколько гроздей видел и все. Кислая. А вот где у меня фотоловушка стоит, бывало там года, ну блин, как вишня, реально как вишня, ягоды с вишни, крупная, сладкая. Я просто вот, я шел до того места, доходил, я просто садился и ел, просто ел, пока не наелся. Ты просто не наедаешься. Она до такой степени вкусная, сладкая. И хочется еще вот, чтобы все это вернулось, чтобы в наших лесах вот это ягоды немерено было. Будут ягоды, будут дичь и все остальное. Будем собирать ягоды. Понятно, я смотрю в Карелии Феофана, как он там, блин, мешками собирает эту бруснику. Но у нас вот то же самое было, то же самое. На старых вырубках просто море было. Что-то взлет или падение, что там было. Хрен его знает. Раньше вот собирали тоже вот. Блин, и я собирал на сдачу, сдавал вот эту бруснику. Потому что с работой туго было и подзарабатывал как мог. И на ягодах, и всяко разные, как сказать, заработки. Лишь бы что-то подзаработать. И осенью, конечно же, это сдать ягоды, это уже хороший подзаработок. Сейчас ничего нету. Ну, клюква. Клюкву еще можно там ведро 2, 3, 10 собрать и все. Вот так вот. О, еще одна брусничка. Вон она. О. Я весь в крови. До сих пор от рябчика. На болото выходил. Надо было там помыться. А здесь воды вообще нет. Вот так. Уже идем к реке. По этой плохой дороге, блин. Ну, очередной день без глухаря. Все уже здесь. Никакой надежды уже у меня нету, чтобы увидеть. С утра видел, конечно, но сейчас уже вечереет.
как-нибудь. Другой день, может, повезет. Но, как видите, уже сколько дней я в поисках. Сколько дней я стараюсь добыть. Глухаря показать вам, но пока не получается. Сегодня очередной день такой. Вот так вот. Ну, самое главное, очень понравилось увидеть глухаря фотоловушка. Заснял, но, к сожалению, так получилось, что один кадр только. Дальше пошли фото. Как ни странно, в настройках у меня как бы установлено только видео, чтобы снимал по 10 секунд. Должен был автоматом включиться, дальше снимать видео, как он клевал эти камушки. Вот. Что-то пошло не так. И запасные батарейки я сегодня тоже забыл туда поставить, блин. Ну, не взял с собой. Там 2 шкалы оставалось. Надеюсь, несколько дней выдержит. Еще одна ходка в эту сторону будет. Ну, за фотоловушкой. По пути еще, может, удастся добыть глухаря. И все, шабаш. В эту сторону уже больше в этом году не придем. Но одна ходка еще сюда, в эту сторону еще будет. Потому что это последняя надежда, где я могу увидеть и взять хотя бы одного. А там посмотрим, как получится. Буду снимать, показывать. Все так, ребят, удалось еще увидеть того глухаря. Вот тут где-то, ну, за этой большой сосной где-то вот дальше там сидел. Мы уже прошли, вон оттуда идем. Прошли по просеке, спускаюсь. А он взлетел, он там сидел. Собака куда-то тоже побежала. Не, он не сел, он дальше пошел. Улетел. Мы уже прошли мимо. Ну, кто мог ожидать там? В сторону я не смотрю, просто иду прямо. Даже подозрения тоже для собак никакого не было. Собака впереди шла. Это получается 3-й раз уже я его вижу. Ну да, 3-й раз. Сегодня 2 раза. Ну, ничего. Еще один день для тебя будет. Может, еще увидимся. Сыро, плохо тут идти. Очень далекий путь. В холостую, блин. Но в этом году хоть мало дождя. Бывает там по колено воды. Начался дождик. Такой спокойный. Тулан уже ждет. Ну вот. Талантик. Талантик, тушканчик. Сейчас поплывем, поедем. Да? Таламы. Я, ребят, уже в избе, пью холодный чай, Тулана покормил, дал кашу свежую, сваренную, вчера сварил. Суп добавил туда, ну, размешал там, чтобы аппетит не съел.
Мы на избе сейчас 2 часа 12 минут. После 6:10 мы вышли. И вот сейчас только зашли. Ну, нормальная прогулка получилась. В принципе, добыли 2 рябчика. Достаточно, одного косача промазал. И вчера еще про моторку я говорил. Я про свою Судзуку говорил, что с карбюратором проблемы всегда. И сейчас опять снова у меня начались. Опять перебой начался, поднимался и с перебоями работает. Короче, открутил я, где вот поплавок, где, как сказать, отстойник, где поплавок стоит. Я открутил крышку и просто поплавок немножко придавил и немножко накачал бензина, чтобы циркуляция пошла, может там мусор пройдет или нет, не знаю. Потом заводился и выключил. Все время забивается вот этот контрольное отверстие воды. Надо, я уже чуть-чуть отверстие 3 миллиметра, наверное, или 3,5 сверлом уже побольше сделал. И, наверное, еще 4 надо просверлить. Побольше сделать отверстие. Все время забивается. И вот это я еще прочистил. Там отдельная крышка есть. Откручивал, прочистил. Вот. Такие по мелочи глюки есть у моторки, а с карбюратором это беда. Все время что-то туда попадает, перебой. И вообще, и знаете, вот пик, когда у него будет, он просто вот не глохнет, а на полные обороты не будет набирать. Ты газуешь, он медленно едет и все. А на малых оборотах как часы работают. Вот такие у него такой каприз. Сейчас попью чай с пряниками и, ну, обычная бытовуха начнется возле избы. Я здесь немножко отдохну и, в принципе, варить сегодня ничего не надо. Все есть, суп есть, каша есть. Не знаю. У нас еще 3 часа и уже будет темнеть. А сейчас пока пью чай. Слышите, ребят, шум дождя. Я под навесом. Сюда дождь не попадает хорошо. Вот такой покров день был сегодня. День заканчивается. Все. Растопил печку. Буду отдыхать. Начался дождь, и это небо затянуло полностью. Полностью затянуло он. Целый день такое штормило. Но так капельки за капелькой так начиналось. Но я ожидал, что дождливый день будет. Даже плащ брал с собой. Но видите как. День был без дождя. Вообще идеальный день был. Такой теплый. Я шел вот в такой одежде. Мне было жарко. Дымит. И дым идет к земле. Смотрите, прям вниз идет. Вон под гору, вон туда куда-то. Это давление низкое. Всегда, когда перед снегопадом, перед дождем, вот, всегда вот вниз потом идет. Вот так, ребят. Короче, посмотрим, какой будет завтрашний день. Не знаю, какая погода. От погоды будет зависеть. Будет погода, буду охотиться. Будет такая погода, дождь. Наверное, здесь что-нибудь. Я привез домкрат, может, что-нибудь я попробую сделать с избой. Заранее рассказывать ничего не стану. Может, не получится нифига.
Вот такие планы. Конечно же, нужна погода. А я уже жду снег, такой снежок сантиметров 5, если выпадет. И пускай еще такая вот нормальная погода еще будет. Вообще интереснее со снегом, вообще интересно. Была у меня охота и не раз, так уже я в конце сезона дожидался снегопада и по снегу уже ходишь. В прошлом году вроде как ходили тоже. Да, уже после снегопада ходили. Посмотрим, как будет. Ничего предсказать не сможешь, не зная, что будет завтра. Вот. А на сегодня буду заканчивать. Все, всем пока. До завтра. Встретимся завтра. Вот такая погодка. Ну, осень наступила наконец-то. Дожди начались. А я под треском, как сказать, печи. Там треск от, как сказать, от дров, такой треск идет, елка горит. И просто лежишь и слушаешь вот этот шум горящие дров в печи. Там поставлю греть суп, буду ужинать и отдыхать. Романтика, поверьте, в одиночестве вообще класс. В лесу бригады не нужны, шум и гам. Полное одиночество, спокой. Тулан отдыхает. Да, еще ружье надо почистить, точно. Время, ребят, 5 часов 44 минуты. Ё-моё, проспал, блядь. Проспал я утро. Только что проснулся. Погода так себе, блин. Прохладненько. Затопил печку. Ну да, прохладно. Вот это я поспал. Вчера 5 часов вечера лег и только что проснулся. Верите? 2 часа я просыпался, вставал, дверь, чтобы закрыть. У меня там было жарко, и дверь приоткрыта была. Дверь закрыл. А будильник я не сделал. Надо было уже сейчас выходить в тайгу. Но ничего, с задержкой, но все равно сходим. Выйдем. Сейчас чайник закипит по-быстрому. Там, пойдем. Ох, вот это я, да. Так что в любой, как сказать, в любой ситуации надо будильник ставить. А я не поставил, потому что вчера вечером как начал лить дождь, и всю ночь дождь шел. Думаю, и день будет такой дождливый, куда спешить? А вот видите как, дождя-то и нету. Ладно, ребят, 15 число, просыпаемся. Фух, вот это да. Печка дымит, оставляем. На минимальную поставил. Короче, 6 часов 20 минут. Идем на охоту на глухаря. Сегодня, ребят, я решил сходить на то самое место, где подранил я глухаря. Кроме этого, возле болота, как я показал, видели еще одного. Он, думаю, там еще будет, и с ним, может быть, и сегодня встретимся. В эту сторону это последний поход будет, потому что уже сюда больше не приду в этом году. Ну, я имею в виду осенью. Но сегодня вдоволь нагуляемся. Где еще не были, там еще пройдусь. По просекам, по навигатору, что возможно. Где могут быть птицы, все я проверю. Здесь у меня старая промысловая тропинка. Именно я уже, которую я забросил. Раньше не ленился, ходил, петли ставил. Много чем я занимался. Сейчас уже все. И в эти года
Может в эту зиму, может в будущем, через год здесь все уже вырубят. Тайга, вместо тайга останется поле. Конечно же, на новые вырубки птица подтягивается, им нравится новые вырубки, когда бульдозер работает там, корни выворачивает, новая земля. Все это им нравится, и первые года птицы там будут. Также медведи там. Первое лакомство — это пни для них. Пни у деревьев, сваленных деревьев остается, и вот на этих пнях под корой короеды. И медведи все пни, вот там они просто коров убирают, и этих короедов питаются этими короедами все лето практически. Вот это для тех, кто не знал. Сейчас уже начнется сосновый бор. Ну, здесь тайга такая вот. Смотрите, для рябчиков самое то. Ну, здесь буду меньше болтать. Я сейчас пока прошел вот по этой тайге, включился, а там уже начинается. Видите, как чисто сосновый бор. Ну и косачи тут бывают. Они хитрые. Как вчера я тоже болтал, а оказывается, они там рядом сидели, взлетели. Но шанс был, конечно. Шанс у охотника и шанс у птицы. Птица шанс получила. Короче, я не попал, он улетел. Вот так. Ну вот. Все. Лафа закончилась. Здесь такое болотистое место. Но обнадеживающее. Посмотрим. Что-то сегодня получится, нет. Как кого-то увидим, обязательно включусь. В прошлом году также чуть подальше, наверное, метров 300. Там 2 оленя. Тулан. Это получается позапрошлом году уже, наверное. Это позапрошлом году уже, да. Там 2 оленей погнал он. Кто смотрит видео, должны помнить. Я оленей даже не видел, но в 2 местах они останавливались. 2 раза он лаял. И Тулан уже обратно в избу самостоятельно возвратился. Мы с Айдой целый день ходили. И этих оленей еще мы видели. Там один был коричневый цвета, другой седой был. Ну, с рогами. Самец и самка там вдвоем только были. Примерно так. Вот собака с утра, я его вообще практически не вижу. Он выйдет, сейчас здесь уже мы проходили, и все знакомо ему. Он ушел, ищет. Собака вообще идеально работает. В принципе, нормально. Вот так. Ладно, ребят, пока выключаюсь.